После скорбного восхищения, путающий восхищение святых скорби в Матфея 24:31 и Откровение 11:15 с восхищением тела Христова. Опять мы подчеркиваем то, что Писание говорит, что надо правильно разделить слово истины. Давайте мы откроем Матфея 24:31, потому что Ховен считает, что восхищение именно в том периоде великой скорби то же самое относится к восхищению в нашем периоде церкви. Матфея 24:31. Удивительно, как человек может путать. И он читает от Евангелия Матфея, и 24 главе, и 31 стих. Давайте мы с 30 стиха. Если у вас есть Библия, пожалуйста, следите с нами. И тогда явится знамение Сына Человеческого, уже два пункта здесь, которые не относятся к нам. Во-первых, знамение. Мы не ищем знамения сегодня. Мы ждем благословенную надежду нашего Спасителя, когда Он вострубит и скажет: «Взойди сюда» или «Поднимись сюда». Во-вторых, фраза Сына Человеческого, это не относится к нам также. Говорит: «И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, идущего в облаках небесных, силой и славой великой. И Он пошлет ангелов Своих с громким звуком трубы, и они соберут», вот это слово «соберут», Он сочетает это слово «соберут» с собранием вместе, которое находится в втором послании Фессалоникийцам, 2 главе. Он неудачно преподает в данный момент. И здесь надо правильно разделить слово истины. Дальше мы читаем. «И Он пошлет», 31 стих, «ангелов Своих с громким звуком трубы, и они соберут избранных Его от 4 ветров, от одного края неба до другого». Теперь усвоите притчи о фиговом дереве. Когда ветвь это уже нежно и пускает листья, вы знаете, что близко лето. Так и вы, когда увидите все это, знаете, что близко прямо у двери. Тем более фиговое дерево является символом Израиля, не связано с церковью. Опять, он пропускает это различие. Поэтому, и тем более, если вы исследовали дальше, Матфея 24 главе говорит: «Но как дни Ноя было, так будет в пришествии Сына Человеческого». Библия говорит, как это было в дни Ноя, так и будет в день Сына Человеческого. Это потоп Ноя является прообразом второго пришествия Иисуса Христа. И опять Он не разделяет слово истины. Дальше Откровение 11 глава и 15 стих. 11 глава и 15 стих являются главной, ключевой главой Ветхого Завета, потому что в 11 главе Откровения много всего здесь написано, чтобы показать нам, что храм будет строен, и там, где они будут приносить жертву, опять как это было под законом до Голгофского креста,
А потом, как это было в то время служение земного Иисуса Христа, так и будет во время великой скорби. Храм будет строен, люди будут опять приносить жертвы, зажигаемые, и они будут опять под законом. Дальше давайте посмотрим, здесь Откровение 11 глава. А вот смотрите, что говорит здесь с 1 стиха. «И дано было мне трость, подобное жезлу, и стал ангел, говоря, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и те, кто поклоняются в нем, но двор, который вне храма, оставь, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, и они будут попирать святой город 42 месяца». Речь идет в период Великой скорби о евреях и о язычниках. Здесь никто будет в теле Христа, потому что тело Христова не будет. Дальше и говорит в 11 главе и 15 стихе: «И вострубил седьмой ангел». В период Великой скорби ангелы будут трубить. А когда будет наше восхищение, сам Господь трубит. Есть большая разница. Нельзя объединить то, что Бог разделяет. И наша задача понять, что красный маркер – это не синий маркер. Они два разные маркера. Дальше. И говорит в 16 стихе. Ну, давайте продолжим в 15 стихе. Но вот смотрите, что произойдет сразу после того, как седьмой ангел вострубил. Говорит: «И вострубил седьмой ангел, и были на небе громкие голоса, говорящие: царства мира этого стали царствами Господа нашего и Христа Его, и будет Он царствовать во веки вечные». Видите, что сразу после того, как седьмой ангел вострубил, то есть Христос спустится, и сразу Он будет править весь мир. Такого события не будет после нашего восхищения. Христос не собирается царствовать сразу после восхищения верующих в тело Христа. О том, что мы только читали тут, Откровение 11 глава 15 стих, говорит именно о том, что произойдет тут, друзья. Вам надо знать, как правильно разделить слово истины. И царствование будет сразу, вот тут. А тут, здесь, после нашего восхищения, будет судейское место Христа для дела верующих во Христе, и одновременно будет скорбь, великая скорбь на земле. Еще раз. Мы называем это лжеучение ересью после скорбного восхищения, путающей восхищение святых скорби и ссылки с восхищением тела Христова. 1 Фессалоникийцам 4 и 1 Коринфянам 15. Мы только читали это место от Евангелия Матфея. 31 стих говорит: «И Он пошлет ангелов своих с громким звуком трубы, и они соберут избранных Его от 4 ветров, от одного края неба до другого». И мы только читали тут также, что было написано в книге Откровения. Давайте посмотрим внимательнее на 2 Фессалоникийцам 2:3. Потому что речь идет тут именно о не Христова, и что произойдет после запятой. Мы видим здесь с левой стороны период церкви, с правой стороны
великая скорбь. Но вот где надо правильно разделить слово истины с запятой. Потом мы покажем, как Писание так написано, где знак препинания имеет огромное значение. Смотрите внимательно. Пусть никто не обманет вас никаким образом, ибо день тот не придет, если не придет прежде отступление. Но, конечно, мы видим, как это происходит сегодня. Отступление, верующие во Христе отступают. Они ходят по пути, то есть по плоти сегодня. Библия говорит, что в последние дни они будут любить удовольствие больше, чем любить Бога. Они будут не святые и так далее. 2 Тимофею, 3 глава. Но дальше, смотрите внимательно, запятая стоит. Запятая разделяет два события. И потом, и не откроется тот человек греха, сына погибели. Вот здесь это событие отличается, и это событие в другом периоде отличается от того, что здесь до запятой. Все отступники забывают о том, что запятая или двоеточие, или даже союз «и» может разделить события на 2000 лет. Продолжим. Например, смотрите, как этот стих стоит в вашей Библии. Должно стоять здесь двоеточие после слова «на». Давай мы прочтем Исайя, 9 главу, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Первое пришествие. «И правление будет на плечи его, и будет названо имя его чудный». Никто не назвал его чудным, когда он пришел первый раз. «Советник». Никто не назвал его советником во время первого пришествия Иисуса. «Бог могущественный, вечный Отец, Отец вечный и князь мира». Это что о том, что Библия говорит, когда он вернется второй раз. Заметьте, что двоеточие отделяет два разных события больше, чем на 2000 лет. Еще, если это не хватает, Библия практикует это в разных местах, где знак препинания разделяет два разных события. Откройте Бытие, 49 главу и 24 стих. Бытие 49 и 24. Смотрите внимательно. «Но пребывал в силе лук его, и оружие рук его делалось сильным от рук могущественного Бога Иакова. Оттуда пастух». Первое пришествие, вы знаете, что он сказал от Иоанна, 10 главе, 11 стих, «Я есть пастух добрый». И после запятой стоит камень Израиля. Говорится о втором пришествии, о явлении его. Даниил пророчествовал именно о том камне. Во 2 главе, 34 стихе. «Ты видел его, пока не был высечен без рук камень, который ударил в образ, в железные и глиняные ноги его и разбил их на куски». Это именно когда Христос вернется второй раз, и Он собирается дать по голове антихристу. Такого не было во время первого пришествия Иисуса Христа. Два разных пришествия разделены запятой. Вот запятая стоит. Прямо после слова пастуха. Дальше.
Бытие, 49 глава и 11 стих. «Привязывая к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда детенища ослицы своей». И что стоит? Точка запятой. Это говорится именно о первом пришествии Иисуса Христа, а потом есть промежуток. А потом, что дальше, после двоеточия? Говорит, помыл в вине одеяния свои и в крови виноградную одежду свою. Это конкретно говорит именно о втором пришествии Иисуса Христа, о Его явлении. Это не связано с нами, кроме того, что мы будем с Ним, как армия, с Ним, когда мы вернемся сюда, и Христос собирается сжечь людей на этой земле. Это никак не связано с восхищением для нас сегодня. Так, два разных события разделены точкой запятой. Еще мы берем от пророка Исаия, мы прочтем 61 главу, 1 и 2 стих. Писание говорит: «Дух Господа Бога на мне, потому что Господь помазал меня проповедовать добрые известия кротким, послал меня привязать сокрушенных сердцем, провозгласить пленникам свободу и связанным открытие темницы». Вот я скажу, что тут говорится о том, когда Он был на земле и провозгласит желание лета Господа, и стоит после этого слова запятая. Потом получается промежуток 2000 лет, и потом, что мы читаем дальше? «И день мщения Бога нашего утешит всех скорбящих». Конкретно это говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Один знак препинания разделяет два разных события больше, чем на 2000 лет в одном стихе. Мы уже видели минимум 4 места, где знак препинания разделяет два разные события. Дальше. Бытие 3:15. Когда было пророчество именно о том, что был, и о том, что будет. Давайте посмотрим. Бытие 3:15. «И положил я вражду между тобой и женщиной». Это когда после грехопадения Адама и Евы пришло, чтобы Бог говорил Адаму, во-первых, говорил Еве, а потом Он говорил сатане. И что Он говорит сатане? «И положил я вражду между тобой и женщиной, и между семенем твоим». Семя сатаны – это антихрист. И между семенем ее семя – это именно, в конце концов, Иисус Христос. Оно будет поражать тебя в голову. Речь идет о том тут, когда Христос вернется и даст по голове сатане, антихристу, воплощение. То есть антихрист будет воплощение сатаны, и, кстати, Бог собирается дать Левиафану по одной голове, и чтобы этой ангельской пищей кормить нацию Израиля в пустыне. Но это другая тема. Дальше. Что мы находим здесь? Оно будет поражать тебя в голову, и стоит запятая. Речь идет о втором пришествии. И потом, а ты будешь поражать его в пяту. Речь идет о первом пришествии. Христос был распят на кресте. И интересно здесь порядок.
событий. Святой Дух пишет, во-первых, о втором пришествии, а потом Святой Дух пишет о первом пришествии. Видите, как Святой Дух свободно говорит о двух разных событиях, но здесь порядок немножко по-другому. Второе пришествие на первое место и первое пришествие на второе место. Надо правильно разделить. Заметьте, как все еретики после скорбного восхищения путаются в своей Библии в этом месте, смешивая трубу в Откровении 11:15 и в Матфея 24:31 с этим трубным звуком, о котором говорится первое послание к Коринфянам, которое не является ни одной из 7 труб. То есть, когда сам Господь спустится и вострубит, и Он скажет нам: «Взойди сюда», этот звук трубы не связан ангельскими трубами в период великой скорби. Писание говорит, опять Откровение 11:15. «И вострубил 7-й ангел, и были на небе громкие голоса, говорящие: царство мира этого стало царствами Господа нашего и Христа Его, и будет Он царствовать во веки вечные». Вот нам надо понять, что если человек как Ховен, или как человек из ЕХБ, или какой-то пятидесятник, или харизматик, или какой-то мормон, или какой-то православный, или католик, они все считают, что надо делать кое-что для того, чтобы получить спасение, кроме того, просто верить, и делать кое-что, чтобы сохранить свое спасение, тогда надо взять места из другого периода и тянуть те места сюда, в тело Христа, в период церкви. Что они делают? Они делают Библию винегретом. И нельзя так делать Библию винегретом. То есть они берут из Ветхого Завета и тянут места сюда, в период церкви. Или они берут места, например, очень известное место, они берут к Евреям, 6 глава, с 4 по 6 стих. Или они берут Откровение, 14 глава и 12 стих, где речь идет, где они должны верить в Иисуса и соблюдать заповеди. Здесь дело, то есть здесь спасение дается верой и делами. Тут человек должен просто верить в Иисуса Христа. Вот почему Павел сказал здесь, Ефесянам 2, 8 и 9, не от дел, чтобы никто не хвалился. Надо правильно разделить слово истины. Павел говорит конкретно тут не от дел. А почему он говорит не от дел? Он говорил это вдохновенно Богом, потому что от другого периода был элемент дел в их спасении. Тут они должны верить и делать. Там также во время царства тысячелетнего они должны верить и делать. И здесь больше ударение на дела, потому что они сами увидят самого Иисуса Христа. Поэтому есть, получается, 2 системы спасения. В период церкви доктрина вечного спасения благодатью через веру без необходимости каких-либо дел закона для получения спасения или для пребывания таковым. Например, если у вас есть Библия, смотрите внимательно, и нам надо делать различия. Смотрите, что говорит конкретно тут, в этих местах, во время периода церкви и
другого места, в другого периода. Давайте посмотрим к Ефесянам, и мы просто прочтем эти места и слушайте внимательно, как места тут, в период церкви, отличаются от того, что Библия говорит о других периодах. К Ефесянам 2 и 8. К Ефесянам 2 и 8 он говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился». Речь вообще не шла в Ветхом Завете до Голгофского Христа о даре. Дальше. Давайте мы берем Деяния. Вот смотрите. Еще раз я прочту это, что написано тут. В период церкви доктрина вечного спасения благодатью через веру, без необходимости каких-либо дел закона для получения спасения или для пребывания таковым, было дано в Иерусалиме Павлом. Вы знаете, что Павел сказал тут в 15 главе? Вы знаете о вашей истории? Вы знаете об истории? О том, что Павел сказал им там в Иерусалиме? Давайте откроем Деяния 15 главу. 15 глава, и говорит, что Деяния, 15 глава, и смотрите, что говорит тут в 5 стихе. Интересно появляется слово «секта». 15 глава и 5 стих. «Но поднялись некоторые из секты фарисеев, которые уверовали, они уверовали в Иисуса Христа, но Писание и Святой Дух говорит, что было некоторые из секты фарисеев, говорят, что необходимо обрезывать это дело их и велеть им соблюдать закон Моисея. И тем более Святой Дух говорит, что это секта. Люди считали, что надо делать добрые дела, чтобы все равно оставаться спасенным. Как Писание говорит дальше? Говорит в 23 стихе. «И написал через них письма такого содержания. Апостолы и старейшины и братья шлют привет. Братья, которые из язычников и Антиохии, Сирии и Киликии». То есть здесь люди в теле Христа, апостол Павел, и Яков был там, и другие апостолы, чтобы конкретизировать доктрину спасения верой без никаких дел. И тем более он говорит в одном месте, что если человек верит, что надо соблюдать заповеди, чтобы хранить спасение, этот человек искушает Бога. А если я могу найти это место тут, сейчас найдем это. Деяния 15 глава, 10 стих говорит: «Итак, зачем же вы искушаете Бога, чтобы возлагать на шею учеников ярмо, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Поэтому, друзья, любой человек, не имеет значения, кто он. Если он считает, что если ты спасен, и ты должен делать добрые дела для спасения, или добрые дела для того, чтобы сохранить спасение, ты искушаешь Бога, потому что спасение дается даром и верой в Иисуса Христа. И мы поговорим потом именно о вечной безопасности, что это не является доктриной кальвинизма. Кальвинизм – это ересь, и мы докажем это также дальше. Дальше, давайте мы продолжим. Тут Римлянам 4 глава и 4 стих. Римлянам 4:4. 4 глава. Смотрите, как Святой Дух подчеркивает, что спасение дается даром без никаких дел сегодня.
Римлянам 4 глава и 4. Тому же, кто делает, награда считается не от благодати, но от долга. Но тому, кто не делает, но верует в того, кто оправдывает безбожного, вера его засчитывается за праведность. Еще Римлянам 5 глава и 15 стих. Но вот обратите особенное внимание тут, потому что в Библии Короля Якова кое-что здесь написано очень удивительно. Слушайте внимательно. Но не как преступление, так и бесплатный дар. Ибо если преступлением одного многие умерли, то тем более благодать Божия и дар по благодати, которые посредством одного человека Иисуса Христа изобилует для многих. 16 стих, 5 главе. И не как это было посредством одного, который согрешил, так и дар, ибо посредством одного суд был к осуждению, но бесплатный дар от многих преступлений к оправданию. И еще в 5 главе, в 18 стихе. Поэтому, как преступлением одного суд пришел на всех людей к осуждению, так и праведностью одного бесплатный дар пришел на всех людей к оправданию жизни. И поэтому Святой Дух особенно подчеркивает того, что спасение дается даром в этом периоде церкви. Дальше мы прочтем Римлянам 8 главу и 38 стих. Писание говорит: «Ибо я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни княжества, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отделить нас от любви Божией, которая в Христе Иисусе Господе нашим». И поэтому, опять, мы видим, что спасение дается даром, и никто, даже смерть, не может отделить нас от любви Божией. И смерть очень широкая категория. Вы знаете, как верующие умирают сегодня? Люди, которые забирают свою жизнь, кончат собой. Они останавливают свою физическую жизнь. И, то есть он не теряет свою душу. Человек, который попал в аварию, человек, который он умер от болезни. Смерть. Это смерть. Ничего не может отделить нас от любви Божией. Это дает нам причину, чтобы служить Господу. У нас то есть главная причина, почему я не бы хотел кое-что делать против Бога, потому что я благодарен в том, за что Бог дарил мне. Он даровал мне дар вечной жизни, и это дает мне главную причину, почему следует каждому верующему не грешить, или грешить меньше. Дальше, давайте посмотрим, что Библия говорит в 11 главе 6 стих, 11 и 6. «И если по благодати, то уже не от дела, иначе благодать уже не есть благодать. Но если от дела, тогда это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело». Четко и ясно Библия говорит. Если это не хватает, Галатам 2:16. Часто бывает, что верующие, которые думают, что они могут потерять свое спасение, они обходят послание Павла. Они исчерпывают из Евангелия Матфея или из Ветхого Завета. Они часто бывает, что они берут от земного служения Иисуса Христа до Голгофского креста. Вот, например, от Иоанна 15 глава, это скользкое место, это было до Голгофского креста. Или они берут от какого-то места из Нового Завета, которые относятся к тем великой скорби, или тем, которые будут в тысячелетнем царстве. Вот Галатам 2:16.
Смотрите внимательно, как четко и ясно Писание говорит здесь. Галатам и 2 главе и 16 стихе. 2:16. Зная, что человек оправдывается не делами закона, а верой Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Но это будет другое дело во время великой скорби, потому что мы увидим такие места, где они должны, смотрите туда, они должны делать дела, и есть условия для того, чтобы хранить спасение. И после перерыва мы увидим те места, где речь идет о вере и о делах, чтобы спастись и хранить спасение.